Здравствуйте, в эфире «Актуальное интервью». Сегодня мы узнаем о том, как будут отдыхать миринские школьники. Об организации летнего отдыха нам расскажет начальник отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Миринского района Елена Исайко. Здравствуйте, Елена Валерьевна. Добрый день. Так, начнем наш разговор. Расскажите, пожалуйста, какова готовность к летнему отдыху, сколько детей планируете охватить и что предлагаете? В настоящий момент летние оздоровительные площадки Мирнинского района готовы к открытию. Все площадки получили заключение санитарно-эпидемиологического соответствия для открытия лагеря. Кроме того, в части противопожарной безопасности отделом надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Российской Федерации проводятся проверки необходимой документации и системы обеспечения пожарной безопасности. Работники летних оздоровительных учреждений абсолютно все проверяются на наличие судимости. С общим списком ВВД проверка проводится. Таким образом, в настоящий момент у нас уже готовы к открытию все летние площадки. Это 23 площадки на территории Мирнинского района, подведомственные Мирнинскому районному управлению образования, плюс площадки акционерной компании «Алроса». Они также располагаются на базе образовательных организаций наших. И площадка на базе частного образовательного учреждения – это православная гимназия. Вы сказали 23 площадки, плюс еще дополнительные. Вот что дети там будут делать, чем будут заниматься? Уже на протяжении нескольких лет мы практикуем наличие профильных площадок, летних оздоровительных площадок, с целью как раз того, чтобы дети могли учитывать интересы детей в летний период. Площадки у нас имеют профильную направленность, это и лингвистическая, и музыкальные, и творческие, и трудовые, познавательные, спортивные. Летние оздоровительные учреждения. А также ребята, помимо того, что могут отдыхать, также могут и попробовать себя в трудовой деятельности. У нас открыто направление дворовые вожатые и трудовые бригады на базе также образовательных организаций в рамках летнего оздоровительного учреждения. Вот вы сказали то, что учитывается мнение детей. Скажите, пожалуйста, каким образом и какие основные предпочтения современных детей? Решение о том, чтобы проводить профильные смены, было принято начальником управления образования уже давно, поэтому мы начали данный эксперимент давно. И смотрим, что количество желающих участвовать в сменах именно профильной направленности, количество желающих увеличивается. Поэтому мы не останавливаемся, и лагеря смотрят, куда больше детей приходят по сменам, какая смена интереснее. И исходя из этого на следующий год рассчитывают план своей работы. Вот. Кроме того, у нас есть образовательные учреждения, которые имеют свою направленность. Например, политехнический лицей, у них основное направление — это робототехника, физико-математический уклон, в том числе робототехника. Школа номер 12 с углубленным изучением английского языка. У них и летняя площадка лингвистической направленности. Вот. И детская юношеская спортивная школа, у них всегда лагерь спортивной направленности, плюс они дополнительно делают еще военно-патриотическое направление смены. Вот. Ну, таким образом у нас распределяется профильность и выбор направлений летних оздоровительных учреждений. Дети могут выбрать абсолютно любую площадку, возраст от 6,5 до 18 лет, но чаще всего площадка у нас до 14 лет игровая, а дальше старшие дети, они стараются устроиться уже на работу после 14 лет. Для этого мы как раз организуем работу дворовых вожатых и трудовых бригад. Вот. А вообще, да, ребенок может выбрать любое направление, которое ему нравится, и попасть в любую школу. Ну, конечно, при условии, что он успеет туда записаться. У нас уже на данный момент полностью набраны все площадки на первый сезон. Вот. Пользуются популярностью, о чем я говорю, что места иногда не хватает для желающих.
У подростков есть отличный вариант совместить приятное с полезным. Сказали, они могут работать дворовыми вожатыми. Скажите, пожалуйста, что именно они будут делать, какую работу выполнять и сколько будут зарабатывать? Ребята могут работать, как вы уже сказали, дворовыми вожатыми. Они выходят на площадки города и проводят игровые программы с детьми, которые не организованы, то есть не ходят никуда на площадки, да, а свободные гуляют просто. Они собирают ребят обычно и проводят там игровые программы. Это дворовые вожатые у нас традиционно так. Трудовые бригады обычно заняты благоустройством территории и также игровыми программами, но внутри лагеря уже. Вот, ребята могут помогать воспитателям и так далее. Вот, заработная плата детей от 14 до 18 лет в этом году она согласно из расчета минимальной оплаты труда в Республике Саха-Якутия и зависит от фактически отработанного времени. То есть у всех ребят это время будет отработано разное, и у нас не полный же месяц, 21 день. Вот, поэтому за фактически отработанное время ребята получат свою заработную плату. Будут ли отдыхать миринские школьники за пределами района, либо за пределами республики? Ежегодно все районы республики получают квоту на санаторно-оздоровительные учреждения в пределах Республики Саха-Якутия. Наш район тоже в этом году эту квоту получил. На данный момент заявка уже отправлена, и ребята с нашего района поедут отдыхать в Сосновый Бор, в санаторно-оздоровительный лагерь Чебдик. Вот. За пределы республики ребята выезжают в основном организованная компания, акционерная компания «Алроса» выезды, санатории и оздоровительные лагеря, которые находятся в их ведомстве. Мы можем предложить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно в санаторно-оздоровительный или стационарный лагерь на территории России нашим жителям. Данная субсидия выделяется также с республиканского бюджета. Вот, поэтому родители могут обратиться к нам по приезду ребенка из лагеря за компенсацией проезда, если они оплачивали проезд самостоятельно. На данную компенсацию могут рассчитывать все граждане. Но, конечно, в первую очередь рассматривается вопрос граждан, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это первоочередно, пока у нас никаких ограничений нет. Единственным по срокам до 1 октября все документы необходимо сдать. Ну и период должен быть летним, конечно. Давайте вернемся к первому вопросу. Мы его как-то пропустили. Все-таки сколько детей будет охвачено летним отдыхом? На летних оздоровительных площадках Мирнинского района планируется охватить 3313 детей с учетом загородного оздоровительного лагеря «Орленок». Вот, это что касательно в районе. А вообще охват летней занятостью и оздоровлением у нас запланирован примерно 98% детей, в том числе и те, которые с родителями выехали, да, так как мы собираем информацию со школ традиционно в конце учебного года о планах детей на лето. Вот, и рассчитываем, сколько человек останется, сколько нужно организовать, вот, сколько выезжает, чтобы владеть информацией. Вот. Елена Валерьевна, что еще делается и сделано, чтобы летняя оздоровительная кампания прошла успешно, а самое главное, безопасно? Как уже я говорила ранее, да, у нас летние оздоровительные площадки прошли проверку Роспотребнадзора на соответствие пожарной инспекции, на проверку документации и системы обеспечения пожарной безопасности. Это и все эвакуационные выходы, да, и наружное и внутреннее водоснабжение, противопожарные проезды, выезды для пожарной техники. Все в целом была проведена проверка, и организации образовательные получили разрешение на открытие. Также
В целях антитеррористической защиты в школах и центрах дополнительного образования установлены тревожные кнопки и системы видеонаблюдения. Также в школах у нас работают инспекторы по безопасности, и в летний период также они будут там работать. Так, как я уже говорила, во всех лагерях сотрудники проверяются на судимость. Кроме того, в начале сезона все сотрудники и дети, участники летнего образовательной площадки, да, они будут также ознакомлены с правилами пожарной безопасности, правилами поведения, и все инструктажи безопасности будут получены на период работы летнего лагеря. Каковы сроки подачи заявок? Вы сказали, что первый сезон уже забит. И вот куда обращаться, если у родителей или у детей возникнут вопросы? Заявки на летние площадки у нас школы принимают уже с апреля. Поэтому как раз, они в первую очередь школы принимали, конечно, учащихся своей школы, если было желание, и уже из оставшихся заявлений принимали тех, кто с других образовательных учреждений. Если возникнут какие-то вопросы по размещению на летней оздоровительной площадке, можно позвонить в отдел воспитания и дополнительного образования нашего управления образования, Мирнинского районного управления образования, обратиться ко мне, я подскажу, расскажу, где какие площадки у нас есть. Ну а непосредственно записаться на площадку можно, подойдя в ту школу, на ту летнюю площадку, в которую родители или дети хотят. Конечно, заявление пишут родители, у нас законопредставители. На сайте нашего управления образования размещены паспорта летних образовательных учреждений в разделе «Летний отдых». Там можно посмотреть летние площадки, которые будут, на базе каких школ будут летние площадки. Кроме того, на сайтах всех образовательных организаций размещены программы от летней оздоровительной площадки на всех сайтах образовательных организаций. Можно зайти на сайт любой образовательной организации, также изучить. Адреса сайтов также есть на сайте Мирнинского районного управления образования. Елена Валерьевна, спасибо большое за ваши ответы, за эту беседу. До новых встреч. До новых встреч. Всего доброго. До свидания. Это было актуальное интервью. Я напомню, мы говорили об организации летнего отдыха детей с начальником отдела воспитания и дополнительного образования Управления образования Мирнинского района Еленой Исайко.